это, конечно, феноменально. Ну что ж, Равиль, мы ждем вашей команды. Так, я запускаю YouTube-трансляцию. Конечно, феноменально. Запускаю эфир. Мы в эфире. Харли Кён, приветствуем вас, уважаемые наши любимые, наши подписчики и зрители канала Питер Татар. Сегодня традиционно воскресенье. Я, Катифана Акиф-Магомеддинова, здесь с вами провожу эфир, встречу, и мы взяли интересную тему, интересную, как выяснилось, и для молодого поколения. Называется она «Наука в татарском мире». И для беседы мы пригласили Айдара Шайхина. Он директор Дома татарской книги, руководитель научно-просветительского проекта ГЛМ, координатор группы переводчиков серии романов о Гарри Поттере на татарский язык и член молодежного парламента Республики Татарстан. Итак, Айдар Эфенди, приветствуем вас. Харли Кён, присоединяйтесь к эфиру. Хайрле Кеннер, большое спасибо за приглашение. Это большая честь. Мы в Казани с удовольствием следим за тем, как в Питере вообще появился такой проект и как развивается Питер.Татар. И большое спасибо за эту работу. И для меня действительно большая честь выступить в вашем прямом эфире, потому что это как бы уже своего рода федеральный проект, можно сказать. Действительно, Питер – это одна из столиц для татар, потому что многие интересные вещи до революции происходили там, и сейчас очень много интересных вещей происходит у вас. Поэтому очень приятно, что мы как бы находимся на такой общей волне. Я, наверное, приступлю уже к самому выступлению. Действительно, наука в татарском мире – это довольно интересная тема в том плане, что она порой кажется, что она недостаточно разработана. Действительно, иногда мы слышим такие слова, как критика, например, да, такого рода, как вообще, есть ли наука у татар, вообще, есть ли вообще смысл делить науку на татарскую, русскую и так далее. Тут как бы много вопросов возникает, конечно. Но это все, конечно, условность. Да, наука сама по себе, она интернациональна, она не знает нации, да, национальности, это понятно. Но если смотреть как бы в историю, то понятно, что в рамках тех или иных государственных образований, в конкретные периоды, научная мысль развивалась по-разному, были разные традиции, и это было связано с разными факторами, там, уровень развития государства, уровня вообще потребностей людей, которые жили в этом государстве. То есть как где-то что-то было важно, где-то это было не важно, и так далее. И можно как бы вот эту речь начать с Волжской Булгарии, потому что в Волжской Булгарии была совершенно конкретная, ясная нужда в определенных научных знаниях в плане совершенно как бы, да, обычные такие для мусульман вещи, как нахождение там киблы или определение времени намаза, само собой как бы требовали наличия астрономических знаний. И тут еще важно то, что в Волжской Болгарии уже как бы в момент принятия ислама Ибн Фадлан, путешественник, да, зафиксировал этот момент, да, то, что в Волжской Болгарии, на территории Волжской Болгарии в летнее время наступает время ночного намаза, да, соответственно, возникает эта проблема, то есть нужно ли читать ночной намаз или не нужно читать ночной намаз. И как бы, да, это такая дилемма, которая разрешилась полностью, наверное, только в наши времена, в конце 19 века, 20 веке только. Но тогда это был момент такой, да, и, соответственно, на территории Волжской Булгарии, даже если как бы не строили обсерватории, да, даже если не было как бы там крупных астрономов, то, по крайней мере, астрономические знания точно как бы были там, да, и они использовались и такие, да, простые
ну, очень такие передовые для того времени астрономические инструменты типа гномона, квадранта, астролябии и так далее, то есть которые нужны были для вычисления там углов и так далее и тому подобное. То есть была как бы совершенно конкретная нужда, да, потребность, естественно, под эту потребность научные изыскания и вот проводились. Те знания, которые нужны для строительства, да, они тоже естественным образом как бы там возникают. Откуда они возникают? Да? То есть многие вещи заимствуются, берутся у других народов, и Волжская Булгария в этом плане как бы много чего заимствовала у Средней Азии, у Ближнего Востока в целом, да. Но это совершенно ясно, логичная вещь, потому что как бы идет обмен культурой, обмен языком, обмен религией в данном случае, да, то есть берут религию других народов, принимают ислам, берут определенные традиции в архитектуре, что-то строят сами. И тут тоже важный момент, то, что всегда приходится адаптировать какие-то культурные моменты, да, и научные моменты под условия территории. Например, в Волжской Булгарии было развито стекольное дело, да, чтобы делать стекло, получается, нужны были хорошие печи, для этого нужен был определенный тип сорта глины, который был как бы на некоторых территориях, да, а в Волжской Булгарии его не было, поэтому приходилось придумать что-то другое, и действительно там в Волжской Булгарии использовали немного другую технологию изготовления этих печей для стекольного дела, и как бы с этим справились, да, и если смотреть, опять-таки, на вот такую бытовую культуру Волжской Булгарии, то видно, что были и такие вот примитивные химики, да, которые делали нужные сплавы. Это тоже часть науки, это тоже наука того времени, то есть металлургия, она была развита, соответственно, была как бы химия определенная. То есть вот астрономия, химия, да, какие-то вот строительные, технические науки, да, они были. Ну, без этого не могли жить как бы люди, не могли жить как бы, не могли строить себе государство, строить города. И в плане как раз-таки обеспечения этой науки кадрами есть сведения о том, что в Беляре, а Беляр – это как бы самый крупный город Волжской Булгарии, да, столица Волжской Булгарии на самом деле, как бы был университет. Ну, его называют сегодня университетом, иногда так красиво, но, само собой, тогда его никто не назвал университетом, это как бы медресе, ну, он как бы всегда, как бы, да, у разных народов, у разных историков есть как бы такая привычка иногда как-то вот громко назвать, да, какие-то вещи, но это нормально, наверное. Ну, Белярский университет – это не университет, а медресе. Очень, видимо, был хороший медресе, потому что там учились в том числе и разные богословы и ученые. Например, Сулейман бин Дауд ас-Саксини ас-Сувари, булгарский, да, поэт и богослов в какой-то степени, да, он учился в этом медресе и создавал свои тексты уже после учебы в этом медресе. Якуб ибн Нугман аль-Булгари, Абу Хамид ибн Идрис Булгари тоже, да, то есть ученые, историки и медики, скажем так, да, тоже учили в этом медресе. Да, тут как бы тоже интересный момент, то есть в Волжской Булгарии была развита еще и медицина. Но медицина какого уровня? То есть медицина, само собой, средневековая, да, которая учитывала специфику с этого времени. Например, если я не ошибаюсь, как бы вот в имени Якуб ибн Нугман аль-Булгари как раз-таки является автором книги «Большой тирьяк», «Тирьяк аль-Кабир». Да, получается как бы рецептура тирьяка. Тирьяк – это как бы вот такое универсальное лекарственное средство, которое использовалось в средние века. Вот у нас в нашем доме Тарской книги есть русское издание этой книги. Я, конечно, не читал, не смотрел, но я подозреваю, что большой тирьяк – это все-таки вот рецептура, которая состоит из самых странных вещей, скорее всего. Но, ну, средневековье, что поделаешь. Но она была популярна. И почему вообще мы знаем, что была такая книга? Не потому, что эта книга сохранилась у татар, да, а потому, что эта книга сохранилась в Иране, его переписывали. И как раз вот переписанные такие вот копии сохранились в иранских библиотеках. Вообще, как бы, когда мы говорим о Волжской Булгарии, мы должны понимать, что практически никаких текстов, да, таких вот конкретных хороших источников письменных, оригиналов на территории нашей республики, да, на территории России как бы практически не осталось. Главный бестселлер, да,
дореволюционный главный бестселлер, такой Исаия Юсуф, который был написан в Волжской Болгарии, да, он как бы сохранился в многочисленных копиях. У нас, например, хранится копия 18 века, то есть или переписывали, читали, но вот оригинал с тех времен сохранили, потому что Волжскую Болгарию не раз там захватывали, как бы монголы, потом, когда уже был конец Золотоордынской эпохи, там город Булгар грабили много раз, да, и Аксак Тамерлан тоже постарался, то есть многие вещи на самом деле исчезли. Потом, когда ханство разрушилось, тоже много чего исчезло. И вот какие-то вот драгоценные знания о науке, о культуре, литературе Волжской Болгарии мы можем найти вот в каких-то копиях, которые сохранились уже, да, после 16-17 века, или уже копиях, которые есть, рукописи, которые есть в библиотеках, архивах, хранилищах Ближнего Востока. Это вот такая вот участь, да, нашей культуры. Золотая Орда тоже как бы, да, развивает науку ту, которая нужна, да, для цели, для жизни государства. Ну, тут можно сказать, что отметить еще и то, что в Золотой Орде появляется, наверное, такая вот своего рода политическая теория, может быть, да, которая не особо зафиксирована в конкретных книгах, текстах, но она есть, потому что у ордынских правителей были свои конкретные представления о том, как нужно управлять государством, которые исходили, само собой, из Ясы, да, из того, что вообще повелел и завещал, да, Чингисхан. Но это как бы политическая теория, да, и иногда российские историки говорят, что как раз-таки вот ордынские представления о власти наследовала вообще российская власть, российские правители, да, то, что у нас как бы до сих пор идет такое вот ордынское влияние, ну, ордынское или византийское, и такой имперский подход. Но это есть, то есть вот как вообще управлять государством, почему нужно делить на какие-то части, почему нужно там строить дороги и почему нужна четкая почтовая система, да, то есть это вот часть политической теории Орды, это как бы тоже своего рода наука. Ну, вообще, если говорить о том, насколько вообще были продвинуты ученые, да, в Золотой Орде, нужно вообще просто вспомнить поэта, даже не ученого, а поэта Саифа Сараи. Саиф Сараи – это поэт, который родился ровно 700 лет назад в золотоордынском селении Камышлы, работал, да, в Сарае, в столице Золотой Орды, был таким вот канцелярским работником, скажем так, да, а потом во времена уже нашествия Тамерлана он был вынужден эмигрировать, и он эмигрировал вообще в Египет, а тогда многие представители, скажем так, интеллигенции, да, золотоордынской интеллигенции были вынуждены эмигрировать в другие страны, и в первую очередь в Египет, потому что в Египте правили мамлюки, дружественная династия, которые поддерживали тюрков, скажем так, да, ну, сами тюрки, соответственно, поддерживали тюрков и общались с Золотой Ордой на тюркском языке, на кипчакском языке. И Сараи уже жил в Египте, творил там, работал тоже в канцелярии султана Баркука. И, соответственно, у него там как бы написал два больших произведения. Во-первых, это перевод Саади, то есть он перевел персидского поэта Саади, его произведение «Гулистан» на тюркский язык, «Гулистан бит Тюрки». И у него еще есть как бы свое произведение «Сухайль Вагальдерсен», тоже на самом деле интересное произведение, потому что там, да, там есть в том числе исторические сведения. И там же вот в Сухайль и Гальдерсен есть астрономическое сведение. То есть они как бы невзначай вообще, да, как бы упоминаются. И по идее как бы даже, ну, такие мелкие вещи, да, там Сараи сравнивает персонажей с Солнцем и Землей, говорит, что вот такое сравнение, да, как Земля кружится вокруг Солнца. А это получается конец XIV века, то есть он написал произведение в 1390-х годах, то есть за 1,5 столетия до Коперника. Ну, понятно, что это не говорит о том, что Саиф Сараи там, или там ордынские ученые открыли там то, что там Земля не есть как центр, да, Солнечной системы, то, что Солнце есть центр системы. Нет, просто тогда как бы в Золотой Орде, скорее всего, не понимали, что на самом деле вот Земля кружится вокруг Солнца, а не наоборот. И это связано с тем, что как бы были тесные контакты вообще с арабским миром, а в арабском мире как бы такие представления уже, скорее всего, имелись. Вот такая вот
такой вот факт интересный. А это как бы опять-таки не ученый, да, Саиф Сарай не ученый, а просто поэт, придворный поэт, который пишет, исходя из своих таких вот представлений, исходя из учености того времени. Тогда же создавались интересные произведения религиозного характера, богословского характера. И вообще как бы тут мы должны понимать, что, во-первых, мы должны понимать, что богословие нужно включать как бы в сферу науки, потому что в России теперь она включается, да, включается в сферу науки. И вот до 20 века многие умные, знатные, образованные люди, само собой, были в той или иной степени богословами. Без религиозного образования, в принципе, возможно было вообще существовать. Соответственно, всякая ученость, она не только в исламском мире, но и в европейском, христианском мире тоже, да, всегда исходила из теологии. Без теологии никуда. Теология, как бы, да, вот превыше всего. И, например, Нахш аль-Фарадис, Махмуд ибн Булгари, тоже интересное произведение такого вот богословского характера. И в период Золотой Орды в Средней Азии создается книга «Кисас аль-Анбия», «История пророков». Фундаментальный труд, да, то есть и тут как бы тоже, почему вообще нужна история пророков. Через историю пророков люди изучают, по сути, историю человечества, да, то есть опять-таки вот в авраамической традиции, да, история человечества – это в первую очередь как бы история еврейского народа, да, определенного времени. И получается, да, еврейских пророков, скажем так. И да, то есть через это изучали вообще историю человечества. Ну, Рагози дошел до нас, как бы, да, его, опять-таки, вот в нашем музее есть как бы копия произведения Рагози, не оригинал само собой, но рукопись, копии. И, кстати говоря, вот я учился в татарской школе, у нас была расширенная программа, и мы изучали отрывок из «Кисас аль-Анбия». Да, то есть вот такие у нас тоже школы, где изучают произведения XIV века. То есть Кисса Юсуф как бы это обязательная программа, да, то есть все в Татарстане изучают произведения. Но расширенных программах были еще вот Юсуф Алла-Сагунлы, это X век, Кисас аль-Анбия Рагози, получается, вот 14-15 века. Интересно, на самом деле. Вот эта вот традиция учености, образованности, она, само собой, продолжается в Казанском ханстве. Но как бы вот таких вот знатных ученых, конкретных, да, которые занимались медициной и так далее, мы отдельно не выделяем. Но и вообще об уровне Казанского ханства нужно говорить чисто, например, через тот факт, что даже некоторые ханы, да, не Золотой Орды, а Казанского ханства были поэтами, да, учеными людьми. То есть, например, Мухаммед Амин хан, он поэт, да, то есть мы его изучаем в том числе и как поэта. Или, например, там дипломаты, да, важные Казанского ханства, Мухаммад Яр и Кул-Шариф, это тоже поэты, богословы, ученые люди. Соответственно, вот власть была знатной, власть была ученой, образованной. И, исходя из этого, можно, наверное, говорить о том, как вообще стояли дела в целом ханстве. То есть были медресе и определенные центры. Но Казанское ханство – это государство, в котором никогда не было стабильности политической, да, то есть если она и была, то как бы только в короткие времена. Поэтому такие вот обширные тексты, конечно, не сохранились. После завоевания Казанского ханства наступают там такие вот темные времена, как мы обычно называем темными временами, хотя, может, они и не были темными, да, но, по крайней мере, как бы вот таких вот крупных текстов не дошло. Но, скорее всего, они были. Мы, может быть, их просто пока еще не можем найти. Но как бы вот в сфере науки, да, богословия, образования, такие вот уже проблески начинаются в конце 18 века, начале 19 века. Тут как бы важно упомянуть Курсави, Габд-ан-Насер Курсави, уже как бы, да, конец 18 века. Без Курсави вообще не было бы каких-либо преобразований в татарском мире, потому что Курсави стал таким вот, наверное, первым богословом, который критиковал вообще существующее положение дела в исламском мире, в том плане, что, его мы могли бы назвать как в какой-то степени протестантом, наверное, да, мусульманским, потому что он говорил, что нельзя там просто так опираться чисто на мнение факих, да, чисто на мнение как бы ученых. Нужно вообще-то как бы сначала учитывать то, что говорится в первоисточнике, да, то есть в Коране и в хадисах. А факихи как бы могут ошибаться иногда могут сильно ошибаться, да, иногда могут не учитывать как бы особенности времени.
нужно как бы смотреть на первоисточник сначала. То есть как бы, да, то есть как у протестантов соло скриптура, да, только Писание, тут как бы вот, ну, только вот Коран и Сунна получается. Но я не говорю, что как бы нужно только на это опираться. То есть, ну, как бы все-таки призывает к тому, чтобы смотреть на эти вещи здраво, в какой-то степени, да, с критикой. Из-за этого, конечно, его сильно как бы не любили. Вот. Но как бы это человек, который впервые как бы открыл, можно сказать, глаза на эти моменты. И он сильно повлиял на Шахабуддина Марджани. А Марджани – это уже глыба, потому что это и историк, в первую очередь. Ну, да, он в первую очередь богослов, само собой, да, он важен как богослов для богословия. По его книгам учатся до сих пор во многих медресе. И как бы мы, конечно, много говорим о Марджани, о нем как бы много говорят, поставили памятник в Казани, есть гимназия имени Марджани, улицы имени Марджани, много чего связано с Марджани. Ну, как бы народ до сих пор не понимает вообще, почему, кто он такой, да, то есть, ну, он писал как бы на арабском языке, его произведения до сих пор как бы не переведены на татарский язык, на современный татарский язык. Не знаю, если перевод на русский язык, у нас современный татарский язык, как бы его большинство произведений не переведены. Соответственно, большая часть татар, они могут как бы, да, читать его произведения. Но понятно, что большинству как бы людей эти книги не нужны, да, эти книги нужны ученым. Шакир-то может быть, да, ну, ученым больше всего нужно, потому что писал для ученых. Он, в принципе, это и как бы это и подчеркивал Маджани, то, что он пишет для ученых, поэтому он пишет на арабском языке. Да. Но как бы на татарском языке как бы у него есть Мустафа Делахвар и Ахвали Пасан Бабылга, да, то есть это вот как бы вот известное предание, да, о событиях в Казани и Булгарии, получается. Как раз таки его историческое произведение, где он о многих вещах рассказывает, и вот через это произведение как бы он как раз таки является историком. И в этом плане он первый татарский историк, и без него не было бы сегодняшних татар. Почему? Потому что он как бы призывал татар как бы назваться татарами. То есть если нас нужно назвать татарами, то зачем же там отказываться от это название? Соответственно, вот мы есть татары, потому что мы же не так сказал. Да? Такая вот традиция пошла. Но он основатель нашей науки. То есть в этом плане, конечно, роль Марджани неоценима. Основатель вообще как бы вот современной татарской нации, да, и современной татарской науки. Потому что после него уже пошли все остальные, после него пошли и хорошие мадресе, и вообще как бы понимание себя в истории жизни. И потом, если уже продолжать как бы как раз-таки плеяду богословов, из важных таких крупных богословов я бы выделил, конечно, Бегиева, Мусу Бегиева и Зия Камали. Муса Бегиев, понятно, то есть он как раз-таки тоже да, как бы глыба, да, и человек, который актуален особенно в наши времена, потому что он высказывал не только интересные, да, яркие идеи, он как бы остается актуальным через эти идеи, потому что в какой-то степени он опередил свое время. Например, Муса Бегиев высказывает идеи о всеобщем как бы, милосердии Бога, да, и эта идея всплывет у католиков лет через 50-60, да, то есть как бы вот католики, ну, они, конечно, не заимствовали его идеи, но так получилось, что вот интеллектуальная мысль 20 века совпадает, то есть охватывает как бы всех вот представителей разных религий, да, и всех теологов. И вот он попал в этот тренд, ну, вернее, он придумал это еще как до того, как это стало мейнстримом, скажем так. Да? Тоже вот, такой момент тоже есть. И сегодня как бы вот пытаются, да, переосмыслить, понять Бегиева. Ну, тут нужно понимать, что Бегиев как бы, да, представитель как бы одной мысли, большинство татарских ученых – это богослов, да, представитель другой немного мысли, более консервативной. Но это как бы, ну, это тоже только важный фактор, то есть показывает уровень развития татарского богословия в XIX веке, в начале XX века. То есть есть люди, которые придерживаются совершенно, наверное, разных точек зрения, но они все образованы, они все знают, о чем говорят. У них у всех как бы прекрасный университетский такой вот образовательный бэкграунд, и они могут высказывать свои мысли на таком высоком интеллектуальном уровне. Это просто потрясающий момент на самом деле. У нас как бы до сих пор таких ученых еще нет, как бы, таких богословов еще нет.
Ну и Зия Камали тоже важен, потому что Зия Камали пытался осовременить ислам в таком вот философском, итологическом плане. Он пытался разработать философию ислама. Прям книги есть, называются «Фальсафа ислам». Пытался объяснить вообще важные вещи, которые происходят в мире, модернистские вещи, да, там такие вот феминистские вопросы пытался разрабатывать. Ну, разрабатывал, просто пытался, он это и делал. Вообще он даже писал, вот я его как бы читал, его книги, его тексты, он обращается не только к исламской традиции, он обращается к западной традиции в том числе. У него есть и Аристотель, и Платон есть, но не только они, у него и Лейбниц есть, получается, да, то есть он разрабатывает вопрос теодицеи, то есть оправдание Бога, да, почему в мире есть зло, когда есть Бог. Он как бы обращается к аргументации Лейбница и пытается объяснить как бы татарам, мусульманам эти моменты через как бы Лейбница. Это просто прекрасно, то есть показывает опять-таки уровень развития философии, образования, науки в конце 19-го, начала 20 века. И тут, конечно, мы как бы вспоминаем еще одного человека, который жил в 19 веке, это Каим Насыри, современник Марджани, родился чуть позже, но современник Марджани, получается, человек очень необычный. Вот это да Винчи настоящий татарского мира, потому что он и писатель, да, он написал произведение об Увале Сина, первое татарское фэнтези, можно сказать. И когда мы говорим о Шурале, о Суанас и так далее, мы должны понимать, что впервые, как получается, да, факты, то есть фольклор такой татарский, да, собрал Каим Насыри, и Тукай узнал о Шурале, если, скорее всего, даже больше из произведений Насыри, да, то есть из его текстов. Ну, по крайней мере, как бы, да, то есть он был таким вот первым этнографом, Каим Насыри. Он и педагог, он и учитель, то есть у него была своя школа. Он и религиозный ученый, оказывается. То есть мы об этом не подозревали особо, то есть мы знали, что у него какие-то религиозные тексты есть, но, оказывается, он еще и крупный такой религиозный ученый, потому что он сделал конкорданс Корана, то есть это как бы словарь всех слов Корана в таком вот алфавитном порядке. У нас тоже в музее хранится эта книга, но современное издание. Тоже, то есть, с одной стороны, вообще, зачем это нужно? Чем делать словарь Корана? Но текстологам и теологам это важно. Было важное издание. Но об этом мало кто знал, то есть книгу нашли недавно в архивах, получается, да, и вот переиздали. Оказалось, что вот Марджани даже в этой сфере работал. Но дальше как бы вот идут науки, в которых вообще до этого татар вообще не было. То есть это и физика, это и химия, и математика, геометрия, алгебра и так далее. То есть это школьный предмет, то есть он не был как бы физиком, геометром, да. Он был учителем, педагогом, и он писал учебники по всем этим предметам на татарском языке. Например, у нас, опять-таки, я рекламирую Дом татарской книги, наш музей, ну, удобно так говорить, потому что у нас конкретные вещи есть. У нас хранится, например, его учебник геометрии, такой вот, один из первых учебников геометрии на татарском языке. Там вот, например, треугольник, там углы подписаны, например, да, алиф, там б, т, и так далее. Это очень интересно. Ну, это понятно, это логично, а там еще есть вкладыш транспортир, то есть бумажный транспортир. Он как бы даже такую штуку приделал. Ну, очень интересно, на самом деле. У него есть и тексты по медицине, у него есть тексты, например, по ботанике, да, то есть Гильмена Батат, да, то есть это книга о лекарственных растениях, до сих пор актуальные книги, на самом деле. Рецепты, да, то есть вот гастрономические книги. У него там в рецептурах есть как бы странные, так бы уже непонятные рецепты, каких-то там вот видов плова и так далее. То есть он это фиксировал, то есть он как бы жил один, да, и у него было много времени, получается, он вообще посвятил свою жизнь как бы полностью вот этому делу, науке, да, образованию. И он все это делал, получается. И, по сути, ну, во всех сферах татарского образования, науки, можно сказать, что первым был Каим Насыри. По крайней мере, среди этнографов точно он, потому что него никто еще там целенаправленно не писал этнографические записки среди татар. То есть он написывал и быт татар, у него есть как раз-таки тексты, да, какие там о деревнях есть, какие там о городах, что там внутри есть. Но он был членом археологического этнографического общества при Казанском университете.
И он знал русский язык, получается, да, он преподавал татарский язык русским еще. И как бы он пытался сделать так, чтобы все-таки татарский мир, татарское общество было вписано в такое вот общее, как бы, да, европейское общество, чтобы у нас были знания, не только религиозные, да, то есть все-таки до этого был подход такой, что религиозные знания есть, остальное, в принципе, не важно, остальное как бы найдется там, да, уже в процессе жизнедеятельности. Но Камиль Насари как бы уже, это уже 19 век, как бы мир уже изменился, татары еще не меняются, да. Была же песня, да, «Ғафил болған татарларына не уятмысыл заман». Да, «О время, почему ты не будешь спящих татар». Это как бы песня как бы, да, того времени, и это как бы действительно, да, это как бы вот чаяние того времени, то есть пора просыпаться. Да, подход, который спасал татар до этого, да, то есть консервативный подход, он работал, то есть он спас татар от русификации, от крещения, от ассимиляции. Но теперь как бы это, наоборот, уже играет против нас, и пора уже вот брать все крутое, что придумали там на Западе, пока мы тут как бы спасали себя от исчезновения. Потому что иначе мы как бы исчезнем, потому что съедим сами себя. Вот Насари все это создает. И там уже идет, дальше уже идет плеяда там разных авторов, которые пишут учебники географии, геометрии, там по разным предметам появляются разные тексты. У нас, например, есть книга, называется «Фянни фокусар», научные фокусы для детей. То есть такого еще нельзя было представить, но в 1910-х годах, да, все это уже вот появляется, если это уже нормально. Там и татарские медресе, таджикские уже нормально работают, да, открывается татарская гимназия для девочек. То есть все уже как кажется, что уже все есть с одной стороны. Но потом начинается революция, да, соответственно, как бы вот там уже совсем другой подход появляется. И когда мы говорим именно вот о науке татарской, да, в которой не только гуманитарные знания, да, не только религиозные знания, но и как бы знания естественно-научные, точные, да, такие технические, это уже достижение, на самом деле, революции, потому что до революции мало кто из татар мог получить высшее образование. Мы знаем как бы некоторых людей, например, Сара Шакулова, да, первая женщина-математик татарского народа, да, она училась в Сорбонне, получается, да, у нее как бы такое вот европейское образование, она математик уже до революции получила очень такое образование. Садри Максуя, например, учился тоже в Сорбонне, как бы юридическое образование получил, тоже как бы до революции, это как бы вот есть такие люди. Но их не так много, их мало, и это все как бы люди знатные, богатые, которые как-то смогли пробиться, получается. Да. Опять-таки, не все богатые даже могли пробиться, но эти богатые еще и смогли пробиться, как бы тоже большие молодцы. Люди, которые внесли огромный вклад в развитие татарского народа, на самом деле. Но после революции все-таки появляется больше возможностей, потому что открываются и восточные институты, получают, да, целенаправленно собирают там людей разных национальных меньшинств. Вообще появляются квоты национальные. Тогда еще жива как бы, ну, совершенно актуальная идея того, что высшее образование на татарском языке должно быть, да, потому что зачем на русском языке как бы, татары, как бы, да, то есть и тогда еще непонятно вообще, татары будут независимым государством, да, или будут составить России и так далее. И вот появляются плеяды разных интересных людей, которые работали в 30-х годах уже, да. Например, первый татарский физик-математик, доктор физико-математических наук Хамид Мыштари, из знатного рода Мыштари, и он был первым как бы, автором как бы хороших классических таких вот татарских учебников по физике и по математике. Ну, еще как бы ученым хорошим, потому что вот, конечно, я гуманитарий, поэтому точно вот не скажу, но разрабатывал теории, да, математические, которые на самом деле как бы не то, что получили прям большую известность, но вот в той вот узкой области они, конечно, определенную роль сыграли. Ну, как бы после Муштари, как бы его сын тоже продолжил его дело, то есть у него такая семья математическая ученая была. А в этом году отмечается юбилей у одного татарского ученого, Гилем Камай, его имя такое, да, Гилем, буквально как знание, да, переводится. Гилем Камай первый татарский химик, можно сказать, то есть он как химик, который прям химик-химик, да, не просто металлург какой-то, да, не алхимик, да, доктор химических наук, профессор, в некоторое время даже руководил Казанским университетом. И да, то есть и реакция Камай называется, то есть он как бы уже был таким подворным ученым, работал вместе с Арбузовым. Арбузов это уже тоже как бы город Татарстана, Глыба. Вот, да, и вот
такие вот люди появляются. Опять-таки, да, Гилем Камай не просто ученый, он еще и автор учебников, потому что тогда еще было очень много татарских школ, да, соответственно, и, как правило, да, учебники не переводились тогда, как правило, учебники писались татарами, сами татары писали учебники. И вот и Муштари, и Камай известны как еще и автор первого учебника по этому направлению. Тут же можно упомянуть еще одного философа, да, то есть первый официальный философ татарского народа, да, то есть первый доктор философских наук среди татар, это Мансур Абдрахманов, который работал в Казани, в Казанском университете. Некоторое время даже был как бы номинальным руководителем Татарстана, то есть он был председателем Верховного Совета, если не ошибаюсь. Да, то есть он крупный философ в том плане, что среди татар как бы тоже написал первый учебник философии, ну, вернее, учебник по марксизму-ленинизму, получается, да. И работал, само собой, в этом русле, то есть русский марксизм-ленинизм, то есть там у него выбора особо не было. И в 20 веке, в середине 20 века, да, то есть в 40-х годах в Казани появляется, по сути, такая вот первая высшая школа татар, да, то есть это такая факультет татарской филологии и истории Казанского государственного университета. И вот тут уже начинается как бы совершенно вот другая история. Само собой, этот факультет не выпускал химиков, биологов, математиков, само собой, такого не было. Он выпускал филологов и историков. Но зато каких? То есть вот практически, наверное, большая часть интеллигенции, которая получила образование в 20 столетии, да, во второй половине 20 столетия, которая, получается, работала в сфере татарского языка, образования, литературы, это выходцы из этого факультета. И там работали крупные ученые, да, например, Миркасым Усманов там работал. Миркасым Усманов – это как бы один из как бы самых ярких татарских историков конца 20 века. И многие крупные филологи вышли из стен этого факультета. И как бы было большой трагедией, когда этот факультет, получается, ликвидировали, да, превратили там в институт филологии, искусств, там как бы были свои истории, создавали как федеральный университет. Но ряд как бы крупных филологов тоже, да, в 20 веке у нас есть. Тенишев, Адхам Тенишев, он как бы напрямую не связан с Казанью, но как бы татарин, да, и очень крупный тюрколог, то есть к нему вообще ходили там, да, за советом все тюркологи того времени в Москву. Абдулхай Ахатов тоже, да, очень крупный тюрколог и очень крупный ученый. Как бы, когда мы говорим о татарской орфографии, о татарском языке современном, да, нужно упомянуть и Мухаммеда Курбангалиева, да, который один из составителей, скажем так, да, татарской орфографии современной. Диляра Тубашева, филолог, которая стала первой женщиной в Академии наук Татарстана. Да. Софиуллина, тоже филолог, которая, сказать, ну, вот все современные татарские филологи, да, поклоняются ей, Софиуллиной, потому что вот все стали как бы ее учениками, получается. Это как бы, да, такая вот история филологов и историков. Вот Альфред Халиков, археолог, да, то есть важный тоже ученый, потому что вел ростовки в Казани, в Болгаре. У нас уже есть как бы вот люди, которые занимаются наукой, то есть уже вот в Казани, получается, вот уже занимаются татарской наукой, если татарскую науку понимать как науку о татарах, да. Кстати, вот в это же время в Казани у нас работают интересные астрономы, например, Шавкат Хабибуллин. Шавкат Хабибуллин родился в Ташкенте, жил в Казани. О нем мало кто знает, но без него, скорее всего, американцы не смогли бы как бы вот прилуниться на Луне, потому что Хабибуллин работал как раз-таки, да, в сфере изучения Луны, да, в области селенологии, да, такая наука селенологии, да, о Луне, да, и он составлял и карты Луны, и изучал либрацию Луны, то есть как вот на подвижке Луны получается. И без его, в принципе, вот этих вот работ, исследований у американцев мало чего как раз получилось в университете в этом году. И многие люди это признают, понимают, вот, что советские ученые вообще как бы внесли большой вклад в это дело. То есть как бы сами до Луны не добрались, конечно, да, не смогли сами, да, приземлиться, прилуниться на Луне. Но вот по исследованиям все-таки
провели как бы большую работу. Такие люди есть. В Казани есть теперь и премия Шавката Хайбуллина, то есть его ученые-то помнят, а в целом как бы люди не знают. Вот такая вот участь, да, многих ученых людей. И уже если говорить о таких вот звездах, татарские науки, да, то есть да, это как бы вот две таких величины можно упомянуть. Это Раиль Сагдеев, который был крупным советским ученым, теперь он американец, да, живет в Америке. Физик, но только физик, он еще и как раз-таки вот в области космонавтики работал, в том плане, что не космонавтики, а космических исследований. Он руководил определенными как раз исследованиями, проектами космическими. Ну, как бы он и ученый крупный, да, то есть в области там плазменной физики, но еще и как бы такой вот функционер от науки, то есть вот человек, который управлял наукой, скажем так, в советское время. Был еще советником Горбачева. Но после там распада он уехал в Америку, да, и уже жил там, живет там до сих пор. У него и брат Ренат Сагдеев есть, да, он тоже химик, крупный ученый тоже. Вот это вот, как бы крупный ученый такой величины. Ну и самая главная звезда, наверное, современной татарской науки, условно татарской науки, это не Ренат, а Рашид, простите, Рашид Синаев, Рашид Алиевич Синаев, астроном, астрофизик, человек, который, в честь него назван эффект, да, эффект Ильдовича Сюняева называется. Он изучает реликты изучения. Реликты изучения – это, по сути, ну, скажем так, изучение, которое осталось со времен Большого взрыва, да. То есть, изучая реликтовые изучения, мы изучаем историю нашей Вселенной. Да? И также он работает в сфере как бы черных дыр. И сегодня, как бы, да, он один из самых крупных российских ученых. Он, конечно, работает не в России, а в Германии у него работа, то есть институт Макса Планка, кажется, в Мюнхене. И ну, у него есть проекты из России, то есть он как бы вот на две страны живет, получается. И в Казань часто приезжает. И вот в этом плане, конечно, Сюняев, он интересен тем, что он не просто татарин, он не просто ученый, он еще и человек, который все-таки беспокоится о татарах и о судьбе татарской науки, татарского языка. То есть 2 года назад он выступал в Казани с лекцией, и как раз-таки он высказал такое мнение, что нужно все-таки на татарском языке была астрономия, да, были астрономические книги по астрономии, чтобы дети знали астрономические термины. И нужно восстановить как раз-таки наши древние татарские, тюркские астрономические названия, термины. Например, у нас же много таких названий на самом деле. Да? Там посмотреть хотя бы по планетам, там у всех планет были как бы древние татарские названия, тюркские названия, то есть и так далее. То есть много чего интересного тут можно выкопать, и он как раз-таки такой работе нас и призывает. Но еще как бы у него семья, то есть Сюняев родился не в Татарстане, да, родился вообще тоже в Ташкенте, но сам он из пензенских краев, но у него как бы вот дети, ну, не знаю, говорит он на татарском языке или нет, он сам татарским не особо хорошо владеет, но детей у него татарские имена. И у внуков тоже татарские имена. Да? То есть все-таки человек как бы работает, да, на таком уровне, да, он как бы один из самых крупных ученых российских, да, человек, которого знают астрономы всего мира, но не забывает о своих корнях. И у него, кстати говоря, дети тоже ученые, то есть работают в разных сферах науки. Такой вот большой молодец Рашид Алиевич Синаев. И он как бы вот, опять-таки приезжает в Казань и периодически выступает в Казани. Тоже очень важно, потому что другие ученые, да, они работали в своих сферах, в своих областях, и такую деятельность особо, в принципе, не вели. Судьба Сагдеева, то есть он, скорее всего, тоже не знает татарский язык. Сагдеева, например, тоже вообще интересно, потому что в семье Сагдеева, когда он был маленьким, на татарском языке не говорили. То есть у него и папа, и мама татары, но они говорили на татарском языке только тогда, когда им нужно было что-то как бы вот скрывать от своих детей. Да, то есть там как тайный язык. А между собой говорили на русском языке обычно. То есть это как бы, да, это советская традиция, советская трагедия, можно сказать, да, как вообще вот обстояли дела с языком. Ну, вот так получилось, и вот Сагдеев – это уже как бы часть такой русифицированной, ну, не русифицированной, а русскоязычных, скажем так, татар, да. Такой трагичный момент, на самом деле, истории нашего языка, народа. Это как бы крупные такие ученые, само собой, сейчас это продолжается, потому что есть татары
в принципе, наверное, во всех сферах науки, философии, и вот самой науки, астрономии. У Синяева тоже есть ученики татары, да, аспиранты. Мы знаем, что, например, даже над созданием вакцин тоже трудятся татары, например, да, то есть везде они есть, слава богу. Насколько их можно, татарской науке, тоже другой вопрос. То есть мы говорим, что вот эти татары, которые занимаются наукой, скажем так. Татарскую науку можно понимать как науку о татарах, или науку, которую создают татары, или науку на татарском языке. Тут как бы вот разные уже подходы. В Казани есть Академия наук Республики Татарстан, да, это один из элементов нашей государственности, то, что в 90-х годах появилась такая академия. Насколько она эффективно работает, конечно, другой вопрос, но там есть эффективные институты, как, например, Институт языка и литературы и искусств, имени Галимжана Ибрахимова, да, в составе академии числится Институт истории, на самом деле, как бы это независимый институт. Институт истории тоже один из самых важных вообще элементов нашей государственности, потому что через Институт истории мы вообще понимаем, изучаем нашу историю. В Академии наук там есть в том числе и технические, естественно-научные такие вот институты. В 2000-х годах там даже был такой центр, Дулкан назывался, да, этот центр изучал гравитационные волны. К сожалению, этот центр не получил должного финансирования. Если было должное финансирование, то, скорее всего, гравитационные волны, которые открыли, да, доказали открытие лет 4-4 года назад, да, могли бы открыть в Казани. Да, то есть гравитационные волны тоже как бы это важный элемент современной космологии, современной физики. Их могли открыть в Казани, но вот в Казани в этом плане с наукой туговато. Но вообще в Казани наука развивалась в советское время, то есть Завойский, там, да, и Альтшулер, и Арбузов, да, и так далее. Как бы много имен ярких, понятное дело, то есть все эти, как бы, всеми этими именами горятся в Казани. То есть сама наука развивается и в КФУ, Казанском федеральном университете, тоже очень много разных институтов, лабораторий, центров, которые делают просто интересные вещи, да. То есть Казанский университет очень часто критикуют, но за определенные подходы там в организации работы. Но вот сами ученые там, да, они интересные, крутые, то есть много чего интересного делают. Например, Равиль Фахруллин, да, у него есть он руководитель лаборатории бионанотехнологий, очень такой вот интересный человек, который ориентирован на развитие татарского народа, да. Он крупный ученый, доктор наук, и они вот в лаборатории, например, разрабатывают тему бактерий, которые питаются нефтью, например, да, то есть это уже путь получается, ну, как бы у них уже такие бактерии есть, да, то есть там уже, это уже не новость, но вот, да, то есть такие вот интересные вещи, например, да, то, что вообще, в принципе, в ближайшем будущем может изменить мир. В Казань вернулся Надир Багавеев, да, он как бы в начале 2000-х с семьей переехали в Америку, он там отучился, открыл свою компанию Багавеев Corporation, которая занимается строительством таких вот ракет, да, вот. Он вернулся в Казань и намерен в Казани все-таки вот открыть конструкторское бюро и развивать такую вот тему, да, уже в Казани. Но это своего рода как бы татарский Илон Маск, да, Надир Багавеев. Он тоже интересный человек. Это вот что касается людей и организаций. Когда мы говорим о науке на татарском языке, то нужно понимать, что здесь должна идти речь о текстах, о книгах, о центрах, журналах и так далее. В плане образования, да, школьное образование, научные знания даются в школе, как мы знаем, да, на татарском языке тоже даются в татарских школах, но количество татарских школ сокращается. Есть формальные татарские школы, где учатся не на татарском языке, а на русском языке, поэтому вот, например, в советское время люди как бы могли свободно получить, например, да, какие-то знания об астрономии, там, о физике на татарском языке, да, то есть объясняли физику на татарском языке, это нормально. Сейчас это уже проблемно, и учебники мало переводятся, и людей, которые могут это сделать, тоже не так много. В конце 90-х, начале 2000-х как бы издавались учебники, очень хорошие, прекрасные учебники по физике, по химии. Это уже вузовские учебники, не школьные, а вузовские учебники, которые писали сами татары, в том числе, в Казани. Для татарских групп в Казанском авиационном институте, в ХТИ, химико-технологическом институте, в КГАСУ, архитектурном университете, да. Но КГАСУ, вот архитектурный университет, это последний университет, в котором сохранялось высшее образование на татарском языке. Сейчас там тоже как бы все уже там последняя группа, кажется, да, на татарском языке обучаются, но там давали высшее образование на татарском языке. Высшее техническое образование.
не гуманитарное, а техническое образование. В КФУ как бы сейчас есть билингвальные группы, да, ну, они готовят билингвальных, получается, преподавателей математики, информатики, биологии, химии и так далее. Ну, это уже, да, сфера педагогики все-таки. На татарском языке издавали научные журналы. Шан-Хамтель, Шанин Тарсан издается сейчас, филология и культура, там в этом журнале были татарские статьи, и Татарика тоже, да, журнал, который входит на первых языках. Но это ни один из этих журналов не является чисто научным, в плане как бы чисто естественно научным, да, то есть там все-таки большая часть статей гуманитарные статьи, такие филологические статьи, да, а вот чисто, например, там математический журнал, то есть такого нет. Хотя вот там периодически публикуются какие-то статьи по математике, по биологии, например, да, по физике, на татарском языке. Но, опять-таки, эта сфера на самом деле отстает. Есть такая проблема. Но так получилось, что все-таки, скажем так, в конце десятых годов, да, 2010-х годов, скажем так, да, в середине, даже в середине, получается, да, прошлого десятилетия нашего века, да, наш век – это тоже история. В России начался бум вообще, да, просветительства, популяризации науки. Вот это направление стало популярным в России в целом, туда же втянулись и молодые люди. И татары тоже как бы не стали отставать, то есть начали появляться какие-то интересные, очень популярные проекты. Ну, тут я, конечно, сейчас начал говорить о себе, да, потому что наш проект «Гилем», да, то есть знание, то есть тоже это проект такого рода, и он в какой-то степени копировал какие-то русскоязычные проекты, в первую очередь проект с наука, мы там буквально переводили статьи из этого проекта. Мы это, получается, мой школьный учитель, я начал это еще в школе, а потом мы это продолжили в университете, там уже были студенты университета, преподаватели университета помогали. Мы переводили статьи с английского и русского языка на татарский язык. Какие-то статьи сами писали, то есть мы там рассказывали об астрономии, физике, химии, биологии, медицине, религиоведении, философии, психологии, психиатрии и о многих разных дисциплинах на татарском языке. Какие-то интересные статьи публиковали. Переводили и видеоматериалы, и лектории проводили, и проводим до сих пор, на самом деле, лектории продолжаются у нас. И вот, да, то есть это такого рода научный поп. То есть это не сама наука, да, это уже рассказ о науке на татарском языке. Тоже интересный момент, тоже нужный момент. Но мы как бы работаем больше в области таких вот, да, то есть естественных наук, ну, больше про science, да, science. Есть проект Альбетте, это тоже своего рода Арзамас или постнаука, да. Почему? Потому что там такой формат используется. Альбетте объединяет, получается, уже гуманитариев татар, там ученые выступают, у них видеолекции даются. Очень красиво, качественно и важно, актуально, потому что вот это уникальное знание, то есть это вот уникальный татарский ученый, который работает в сфере филологии, истории, этнологии, этнографии, культуры, да, литературоведения. У них как бы всегда аншлаг на их лекциях в университетах, скажем так, да, пафосно. Но вот на видео их как бы не особо услышишь, вот Альберта, получается, выпускает видео лекции с этими людьми. И вот уже год назад примерно, да, появился уже совершенно вот новый проект, который вырос на уже основе достижения форума татарской молодежи в Казани. Это проект «Вообще университет». Вообще университет – это первый татарский университет. Он работает онлайн и офлайн. Это как бы, да, это университет без здания, без статуса университета, но это образовательная площадка, где есть курсы. Офлайн можно проходить, но сейчас уже больше онлайн. То есть есть сайт univер.tatar, где пока, например, там есть лекции по истории Татарстана, например, да, по Казанскому ханству. Сейчас вот уже сняли как раз-таки в нашем здании в Доме татарской книги, да, сняли. У меня как бы вот лекция полностью состоит из рекламы Дома татарской книги. Приходите в Дом татарской книги, Казань, улица Островок, 15. Так вот, на нашем здании сняли курс по истории татарской литературы. Это вообще, насколько я понимаю, это получился фундаментальный такой курс, очень качественный. Выступали очень хорошие ученые татарские, да, то есть весь свет татарского литературоведения. И вот он будет онлайн полностью, то есть
можно посмотреть. Там можно проходить курсы, получить сертификат и так далее. Это вот своего рода татарский вариант сайта Coursera. То есть там курсы. Это начало, на самом деле, совершенно нового этапа в истории татарского образования, татарской науки. То есть, может быть, это как бы наша последняя попытка что-то сделать, конечно, но ребята это делают очень круто, очень красиво, и, надеюсь, там будут и наши курсы, да, то есть, ну, постепенно, надеюсь, будут появляться курсы не только по гуманитарным темам, но и по таким вот более таким естественным наукам, да, точным наукам. Ну, пока там есть, например, такие интересные курсы, как курс по дизайну, по риторике, да, по педагогике, получится, по применению самых крутых педагогических техник, да, технологий и так далее. То есть это что-то с чем-то на самом деле. Поэтому присоединяйтесь к этому сайту «Мир татар». И в целом, как бы, если говорить о молодежи, да, вот в начале, как бы вот до начала вебинара, до начала лекции как-то вот начали говорить об этом, все-таки у татарской молодежи сегодня, да, но опять-таки мы не говорим, конечно, о массах. Масса – это как бы отдельно, но все-таки вот в той продвинутой как бы сфере, да, среди как бы продвинутой молодежи есть интерес к науке, к образованию, потому что в целом как бы в мире есть такой тренд, да, к науке. Ну, да, это не про то, чтобы заниматься наукой. Нет, это не про это про то, чтобы казаться умным, да, казаться образованным. Ну, потому что, как бы, ну, да, это как бы не про массу, да, то есть это не про ту категорию, которую слушает Моргенштерна, да, это про ту категорию людей, которые, ну, более продвинутые, да, может, это как такая вот айтишная какая-то или хипсовская такая тема, да, но вот есть такой тренд, ну, по крайней мере, он был, как бы, да, он до сих пор еще сохраняется на все-таки на получение знаний, образования, на чтение каких-то интересных книг, ну, по крайней мере, хотя бы выставлять, да, фотки в Инстаграме с этими книгами. Вот, да, то есть такой тренд есть. И этот тренд захватывает и самую продвинутую часть татарского народа. Вот. Мы там читаем интересные вещи, читаем, то есть на татарском языке такие вещи тоже должны быть. А, Да, ну, например, по посещаемости сайта Рили можно сказать, что на самом деле татарам как бы не особо интересно читать про химию на татарском языке, да, или про медицину на татарском языке. Ну, медицину, конечно, ничего читать. Медицину читать, потому что у нас на сайте есть статьи про инсульт, про инфаркт, там, да, про какие-то еще болезни. То есть это вот то, что нужно, да, читать. Я как-то проходил обследование, да, в больнице, и в Сульканской больнице, и принес там своему неврологу как раз-таки наши тексты, распечатанные в форме там журнала, показал ему, то есть он как раз забрал, то есть ему подарил ему, потому что, говорит, вот там интересная информация про инсульт, это можно показывать, объяснять там бабушкам, которые приходят. Да? То есть нужда определенная есть, конечно. Вот. Но больше на нашем сайте читать про Тукая, про историю татар и так далее. То есть все-таки такая гуманитарная тема нам больше интересна. Татарам. Ну, потому что мы уже отвыкли от того, чтобы читать о науке на татарском языке. Удобнее читать на русском, тем более на татарском переводы не всегда качественные бывают, да, или там язык может быть непонятно, потому что привыкли все-таки там использовать русские термины, да, то есть терминология – это вообще отдельная история, потому что там было несколько этапов, то есть революционный этап, чисто такие вот заимствования, да, потом русские заимствования появляются, там еще дискуссии насчет того, какие заимствования использовать, европейские, русские или арабские, да, то есть те, кто читал, что нужно использовать европейские и арабские, их как бы репрессировали потом. То есть это как бы там, да, ряд таких вот историй. И до сих пор идут дискуссии, да, как там переводить там водород на татарский язык. Водород это должен оставаться как водородом, или как все-таки нужно найти аналог татарский. Вот, то есть много таких вещей, конечно. То есть у нас несколько пластов вырисовывается, да, то есть как бы пласт людей, которые просто создают науку, да, и, в принципе, как правило, все равно на татарском языке от науки или на русском, они как бы пишут на том языке, который как бы есть, русский или английский. В принципе, сегодняшняя наука там больше англоязычная даже. Есть как бы пласт организаций, которые есть в Казани, да, то есть такие, условно говоря, татарские там, центры, да, Академия наук, КФУ и так далее. Но они условно татарские, они татарские только потому, что они находятся в Татарстане. Так-то, опять-таки, они русскоязычные. Но это нормально, наверное, скорее всего. Ну, есть как бы вот такие вот искаки, да, типа Гилем, университет, Альбетте, еще много всяких пабликов ВКонтакте, да,
есть рубрики в журналах, да, где пишут о науке на татарском языке. Это интересно, это прикольно. Но это как бы все-таки капелька в море, таких вот глобальных сдвигов, этого, конечно, скорее всего, не будет. Но что-то нужно делать все равно. Почему вообще важна тема науки на татарском языке, да, это тоже отдельный вопрос. Но я не думаю, что нация, именно в форме нации, может существовать без таких элементов, как философия, литература и наука, наверное, да, на этом языке. То есть если этих вещей на этом языке нет, то это как бы язык, ну, не то, что примитивный, не то, что не значит, что язык плохой, там, да, бесполезный, ну, просто это язык, ну, народности, народа. Да, можно говорить, можно общаться там, да, на кухне, да, можно там обсуждать ТикТок, да, и что-то еще можно на этом языке обсуждать. Но все-таки татары в течение долгого времени обсуждали разные глобальные вопросы на своем языке. Да. Зия Камали писал, в конце концов, о теодице на татарском языке. Муса Бигиев писал о том, что Бог милостив на татарском языке. Да, и Фахми Насыри описывал вообще весь мир на татарском языке. Создавал... Кстати, в Национальном музее Татарстана сейчас идет выставка про космос, про космонавтику, и там показывается, экспонируется звездный глобус, который сделал Хайм Насыри. Да, то есть, опять, кстати говоря, он еще этим привлекался, да, астрономией не было. Вот, то есть тогда это было возможно, сейчас как бы нам уже сложно рассказывать про там те же черные дыры, про эффект Сюняева на татарском языке. Это плохо. То есть это показывает, что функциональные возможности татарского языка ограничены. А настоящий язык, он должен быть максимально развитым в функциональном плане. То есть на этом языке можно говорить и о политике, и управлять как бы государством на этом языке можно, да, и создавать высокую литературу на этом языке, писать паской на этом языке тоже должна быть возможность. И как бы говорить о науке тоже должна быть возможность на этом языке. Вот, поэтому будем надеяться, что все это будет развиваться постепенно. Ну, у меня, конечно, больших надежд нет, но проект Гелем, как бы он развивается в том плане, что вот пишем тексты, проводим лектории, где у нас молодые ученые рассказывают о своих исследованиях на татарском языке в Казани. Это хотя бы что-то. То есть Аллашка это есть. Вот. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Ну что ж, есть над чем подумать. И первый вопрос, Эльдар Эфенди. Во-первых, благодарю за такой экскурс. И вопрос такой, а как вы пришли в науку и почему вы пришли? Потому что есть некий такой пессимистический, да, тон в вашем вообще, в принципе, сообщении, вот как бы вот в том, что мы сегодня услышали. Если так все несколько минорно, почему вы тогда трудитесь и служите, да, татарскому народу в этом направлении и, соответственно, вот делаете этот проект, и сейчас мы на эту тему говорим. Поясните, пожалуйста. Мы, татары, всегда как бы говорим минорно. То есть, ну, мы говорим, конечно, без буларава, но это, да, это не такое есть, мы можем, да, но все-таки мы народ как бы монло, а мон это всегда печаль. Да, то есть у нас всегда есть такой сентимент, да, про прошлое наше, да. Да, то есть я отношусь к этому пессимистично, потому что мир глобализируется, да, в этом мире, скорее всего, даже не будет нужда там в науках на каких-то языках, да, то есть, ну, может быть, скорее всего, так будет, я так думаю. Но когда, ну, для меня лично для меня важно, чтобы вещи, которые мне близки, интересны, были на татарском языке. Потому что я воспринимаю мир на татарском языке, через татарский язык. Я думаю на татарском языке, да, то есть, и, например, мне чисто, например, в бытовом плане, например, многие вещи трудно объяснить на русском языке, потому что, ну, я с детства говорю на татарском, у меня как бы вот на татарском это все существует. Да, и я как бы даже недостаточно билингвальный человек, хотя многие татарстане как бы билингвы. Вот такой момент еще есть. То есть, поэтому мне нужно, чтобы Гарри Поттер говорил на татарском языке. Да, потому что я люблю Гарри Поттера, да, почему он не говорит на татарском языке? Пускай говорит на татарском языке. И мне интересно воспринимать мир Гарри Поттера через татарский язык, например. То же самое и про какие-то сериалы. То есть мне хотелось бы, чтобы некоторые сериалы были на татарском языке. Ну, до этого еще, конечно, дошло, но как бы тоже есть люди, которые переводят сейчас сериалы на татарский язык. То есть не только там бразильский, да, а вот такие вот крутые американские сериалы. И, само собой, с наукой то же самое. То есть я увлекался наукой, мне вообще интересна тема популяризации науки
Я в детстве прям очень прям с любовью читал всякие научно-популярные книжки по разным наукам. Я, конечно, увлекался больше историей в детстве, да, был олимпиадником, победителем всех олимпиады школьников по истории, но как бы у меня был и астрономический период, да, и такой вот там а, физико-химический период, да, увлекался этими науками. Было интересно хотя бы читать про это. Я особо ничего не понимал, но читал, было интересно. Вот. И поэтому мне казалось, что логично, что вот эти вещи будут на татарском языке в том числе. Но потом, лично вот в моем случае, конечно, еще важный такой момент, то, что я в детстве заразился, на самом деле, такой идеей того, что нужно служить нации, потому что читал очень много книг, как раз-таки по истории, биографии, как бы, да, тех вот личностей, которые вот посвящали своей жизни народу. Это как бы вот такие вот мои герои детства, как Каим Насыри, там, да, например, или там Марджани, Хусейн Фаизханов, да, люди, которые там сидели, там, корпели, переписывали книги. Такая вот странная история из моей жизни. Я, например, если не ошибаюсь, из книги Марджани, как раз-таки Мустафа Ахвар, этим летом в детстве решил переписать все биографии людей, которые там упоминаются. Там у него есть раздел, где как раз биографии упоминаются. Зачем это было нужно, непонятно. Но я это переписал как бы, и раньше же была такая традиция, то есть как бы вот человек переписывает книгу, например, да, и в конце как бы там оставляет заметку. Там, эту книгу переписал там тот-то, по такое-то время, получается. Я помню, что сделал такую даже заметку, получается. Это было бессмысленно, наверное, я эту книгу, текст потом потерял, тетрадку, но я это сделал почему-то. То есть у меня такие вот, детские герои, да, герои детства мои. Вот. Ну, вот Поэтому, да, то есть это всегда продолжается. То есть я до сих пор избавиться от этого не могу, к сожалению. Ну, к счастью, может быть. И поэтому тоже, то есть это такая мотивация в том числе. А в сфере науки я не историк, я религиовед. Когда учусь в КФУ на религиоведа, теолога, да, изучаю как раз-таки католицизм и ислам. Поэтому как бы в моей науке все нормально. Наша наука нужна государству, да, и обществу. Там пессимизма нет. Да, но в целом в татарском мире, конечно, да, иногда думаешь пессимистично, но опять-таки надежда же есть. Надежда же есть все-таки. Мгм. Так, Айдар Эфенди, мы как раз в преддверии моего следующего вопроса чуть-чуть уже его затронули. То есть все идет с детства. А как вы считаете, вот, ну, может быть, есть, но я не в курсе, существует ли вообще энциклопедия, вот сборник, где собраны, да, в алфавитном порядке, либо, допустим, наоборот, от направления, там, философ, физик, там, астроном, все наши как раз представители научной мысли, да, татарской научной мысли. Есть ли такой сборник, энциклопедия, которая бы, например, там имела половину на татарском языке и половину на русском, раз уж мы как бы и сегодня на данный момент говорим на русском языке. Существует ли такое издание? Отчасти, да, эти сведения есть в татарской энциклопедии, но там, само собой, как бы, там просто все как бы фамилии, все люди, все данные, как, да, то есть это общее как бы издание. На самом деле есть одна книга, называется «Махшур Татар Валимнера», да, известный татарский ученый. Эта книга издана, опять-таки, по материалам журнала «Фэн Хамтет. Наука и язык» в 2007, что ли, году, может, попозже. Она только на татарском языке, к сожалению, да, издана. Но там, да, очень много ученых как бы там есть. И там еще прикол в том, что в этой книге есть не только биографии ученых, но еще и отрывки из научных текстов этих ученых. То есть там можно почитать немножко там как раз-таки про теорию, которую создавал Муштари, да, или там про Камай, там еще и формулы и так далее. Отрывки такие маленькие есть. Эту книгу сейчас трудно найти, на самом деле. Я один экземпляр этой книги из школьной библиотеки взял и не отдал. Вот. Есть такой грешок. И отдавать не собираюсь. Но, да, то есть так бывает с редкими книгами, потому что в школьной библиотеке там 10 штук этой книги, да, и она никому не нужна, на самом деле. Никто эту книгу не читает, к сожалению. Вот. Ну вот, да, то есть и такие книжки есть. Но есть как бы резон, конечно, да, нужно делать такой, наверное, и хотя бы материал такой обширный, да, или там серию публикаций от татарских ученых, потому что на русском и на татарском языках, потому что есть нужда в знаниях. Смотрите, получается,
например, если мы говорим о популяризации, потому что, чтобы это не замыкалось в какую-то свою капсулу, может быть, действовать классическими методами, так как вы все-таки тоже лидеры вот этих достаточно серьезных общественных, да, организаций. Может быть, поговорить о том, чтобы это был какой-то музей интерактивный, либо это какие-то серии фильмов, мультфильмов там с учетом вот этой вот, да, 3D-шной, может быть, дополненной реальности, чтобы культивировать и вообще, в принципе, нести мысль обывателю простому, начиная со школьной скамьи, о том, что и почему я говорю о том, чтобы и на русском языке, потому что очень много совместных таких союзов, где кто-то из супругов другой национальности, и Да. об этом, да, и об этом говорить, потому что я же помню, как мы в той же школе там чествовали того же, и начинаем, того же Гагарина и так далее, но это такие уже, да, планетарного уровня, но и у нас тоже в татарской история существует. И здесь вот такой симбиоз именно культуры и науки, чтобы культура стала топливом, да, вот, ну, как бы дала возможность с учетом новых технологий рассказывать, начиная со школьной скамьи. Есть ли такие проекты в мыслях, обсуждали ли вы? Потому что все же начинается с детства, вот что-то в этом направлении шла работа? Да, то есть, ну, есть, тут как бы можно отметить то, что в Татарстане все-таки наследие татарских вот историков, ну, типа Марджани, Фахридина, оно как бы популяризируется, да, то есть там в школах о них говорят, но это вот такие вот только самые важные люди, да, и то как бы только часть получается общей картины. И про татарских там математиков, химиков в основном как бы в школах не говорят, к сожалению. А, да, это нужно делать. Мы как бы в рамках ГИЛЕМ, как бы нашего проекта об этом думали и пытались даже сделать. То есть мы проводили, например, там конференции, где как раз нужно было говорить чисто вот о таких ученых, например, да, то есть выступления посвященные этим ученым. А потом именно вот в имена, да, мы попытались еще популяризировать в период, когда я работал в школе. Я 1,5 года был заместителем директора в Актанской гимназии для инородных детей. Там мы провели фестиваль науки на татарском языке, назвали его Харунфест. Харунфест в честь татарского ученого Харуна Таджиева, который, ну, он татарский ученый, как бы у него татарские корни, да, он родился в Польше в 2014 году, вырос он в Бельгии, потом работал во Франции, его фамилия Таджиев, имя его Харун, но он французский и бельгийский ученый. Великий вулканолог, он был министром даже во Франции, он очень крутой ученый. Во Франции даже есть лицей Харун Таджиева называется. И мы, чтобы чисто, чтобы вот по слух, на слух, чтобы это имя запомнилось, мы как бы назвали фестиваль в честь Харун Таджиева. Потом в том же АТНШ мы, например, открыли, да, IT-лабораторию учебную. Ну, такой вот проект у нас там был, да, который получил грант федерального министерства. Назвали этот проект, эту лабораторию Рамеев Лаб. Рамеев Лаб в честь уже настоящего татарского ученого, инженера, изобретателя Башира Рамеева, внука Д'Артменда, который был, ну, изобретателем первых советских АВМ, первых советских компьютеров, можно сказать. Ну, опять-таки, IT-тема, да, что вы дети как запомнили эту фамилию, то есть Амиев Лаб. Ну, потом в гимназии там все кабинеты тоже у нас были названы в честь ученых, там Камай, там Муштари, Сюняев и так далее и тому подобное. Чтобы там название кабинетов, там еще их фотографии, чтобы что-то запоминалось. Но это только в рамках отдельной школы, как бы чисто вот отдельная тема на самом деле. А на уровне уже республики это как бы особо не делается. Эту тему, конечно, нужно понять, потому что это можно сделать, привлекая Министерство образования. В рамках вот нашего музея, как бы вот мы здесь сейчас проводим как бы лектории лектории нашего проекта РИЛЕМ, и там уже мы как бы рассказываем иногда и о ученых. Например, у нас перед 8 марта была лекция, чисто посвященная женщинам-ученым татарским, получается. Да? Это такой формат. Но вот прям, чтобы в школы ходить, это, конечно, да, нужно делать. И, может быть, тогда у нас появится еще там, да, ряд таких вот интересных активистов.
Мгм. Дело в том, что вот существует, да, там в полотно школьных программ, ну, такие типа уроки толерантности, уроки добра, давайте относиться бережно к природе, вопросы Классные часы экологии, получили. да, да. И почему бы, да, вот, ну, вот эту тему хотя бы на территории Татарстана как бы не запустить? И вот как раз опередили опять следующий вопрос, что те же названия фестиваля тем или иным, да, вот фамилия, это как раз-таки поднимает вот этот пласт, ты начинаешь биографию изучать, что именно этот представитель науки открыл, какую исследовательскую работу вел. И дальше это можно до такой степени популяризировать, как он с фотографией, мерч, да, выпускать какие-либо, собственно, там, футболки, еще что-то, и вообще делать какие-то реально фестивали. То есть вы, в принципе, вот на своем уровне, насколько я понимаю, очень много масштабную работу ведете, ну, как бы с учетом вашей ресурсности. Еще такой момент. В принципе, по поводу нашего взаимодействия вот с Питер-Татар, потому что все-таки научная мысль и Санкт-Петербург, да, ну, это как бы союзно. Как вы думаете, у нас здесь есть восточные гимназии, например, да, и может ли там, быть каким-то интересным союзом от вас, как бы от вашего дома к нашему дому, ну, как бы, чтобы какие-то дисциплины, может быть, какой-то факультатив, потому что в любом случае великое начинается с маленьких каких-то, да, шажочков. Готовы ли вы, ну, там, ваши, там, делегировать коллеги, определенным образом какой-то такой вот альянс, например, с той же Восточной гимназией. Конечно, я без их разрешения этот вопрос задаю, ну, как бы пусть это, а может быть, и не только с ними, там, это будет факультативно, у нас есть общественные организации, и женские, и молодежные. Можем ли какой-то такой сделать Да, эффект? конечно. То есть мы всегда готовы к сотрудничеству, на самом деле, и мы всегда в поисках таких партнеров, тем более как вот в других регионах, да, городах. То есть если мы как-то можем где-то продвигать татарскую науку разных форматов, причем не только на татарском языке и на русском языке, это, конечно, будет великолепно. И тем более мы всегда в поисках лекторов, да, людей, которые могут дать нам материалы. Причем, например, если говорить про сайт, например, да, не обязательно как бы писать на татарском языке, мы можем сами что-то перевести и так далее. Это такой момент, да. И в понимании мероприятии то же самое. То есть мы всегда, конечно, рады возможностям таким. Мгм. Что как бы Так, вот мгм. фотографии, да. Отлично. Это такой заочный, я так, Мгм. да, в прямом эфире так заочно получила, Якша, да, Рахмат. А такой вопрос. Вы с Википедией, вот татарской Википедией, каким-то образом взаимодействуете, потому что это отдельное государство, отдельная такая, Мгм. будем говорить, даже не инфраструктура какая-то, вообще галактика, и все, что касается именно татарского языка, на татарском языке и татарских научных деятелей, вот как-то вот вы таким образом там соединяетесь, вообще в курсе Мгм. вот этого пространства? Да, то есть, ну, э, я как бы бывший администратор татарской Википедии, да, то есть я работал в Википедии, да, и работал в Википедии до того, как я стал мейнстримом, да, то есть еще в 2009, 2010, до 2013 года, получается, да, писал статьи, переводил что-то. То есть тогда Википедия еще никому была не нужна. То есть когда мы писали письма государству, как раз таки, да, вот как раз те самые люди, которые сейчас Википедию поддерживают и говорят о Википедии вот так гордым языком, они тогда не понимали, что это такое, и говорили, что нужна бумажная энциклопедия, а не то, что там, вот, просто там творится, да. И да, то есть на Википедии, ну, мы как бы иногда сами пишем в Википедии, например, да, что-то исправляем, правим и так далее. То есть такая форма работы ведется. Соединять что-то, ну, не имеет смысла, то есть потому что Википедия – это энциклопедия, а у нас такая вот научная, скажем так, публицистика, да, популяризация науки. Но мы всегда, например, если у нас есть какие-то данные, да, и какие-то тексты, которые можно использовать в Википедии, как мы это даем, используем. Сами используем Википедию, татарскую Википедию, потому что особенность нашей Википедии в чем, да, то есть есть русская Википедия, которая более-менее, ну, стандартизирована, да, то есть там очень много администраторов, да, и там следит о том, чтобы там все-таки был порядок. В татарской Википедии как бы нет порядка, потому что, ну, там иногда бывают очень активные, например, да, авторы, которые пишут,
но пишут не совсем то, что на самом деле нужно писать, да, то есть, например, дают как-то вот, я не говорю сейчас про политику, да, а просто говорю про стилистику, например, да, стиль, там, термины и так далее. И иногда нам просто интересно знать, кто какой термин придумал. Например, тоже, например, химия, да, то есть чисто интересно, как, например, какие-то авторы, например, в Википедии, например, перевели те или иные термины в Википедии. Если есть статья по этой теме, то это для нас находка, потому что мы используем это, то есть как пример. То есть вот так можно переводить, вот так можно переводить. Иногда как раз-таки вариант Википедии мы как бы принимаем как за окончательный вариант. Мы как бы тоже стремимся к тому, чтобы было единообразие, к тому, чтобы мы пришли к как бы уже общего мнения в вопросах терминологии, поэтому как раз-таки вот в этой области мы пытаемся как-то сотрудничать. Другое дело, что там был период в Википедии, когда там вводились очень странные термины, да, то есть там был один участник, и его как раз-таки вот Авгиев и Конюшин до сих пор пытаются там очистить. Вот так, это очень сложная работа в Википедии, да, но он был очень плодовитым. Вот. Но так-то да, то есть мы на одной волне, понимаем значимость Википедии, опять-таки сами работали в Википедии. У нас много людей, которые в той или иной степени были задействованы в работе Википедии раньше. А сейчас меня иногда приглашают там в качестве члена жюри конкурсов внутри Википедии, да, и так далее. Вот. Ну, да, есть такое. Тогда наверное, мы на самом деле уже почти, это у нас такой рекорд, мы с вами разговариваем почти уже 1,5 часа, и я бы еще с вами разговаривала, потому что тема бесконечная и очень Да, интересная. очень глубоко. Может быть, есть смысл как-то, потому что сегодня такая обзорная произошла, да, мы как бы начиная от истоков, у меня, например, вопрос, почему мы начали с Волжской Булгарии, да, почему именно с этого, да, периода, там, допустим, не раньше, да, потому что, как бы хотелось бы Могли и тоже... раньше. Да. Могли ли раньше, да, тоже Да. вот вопрос. И, давайте, может быть, вот этот вопрос сейчас, им и кульминацию сделаем, да, как бы вернемся к началу, а потом, может быть, как раз следующая будет серия, с вами, следующая лекция уже конкретно на какой-то отдельной теме. Почему именно, да, с этого периода стартанули? Да, нет, я решил начать как раз-таки с истории государственной, скажем так, да, то есть история уже более такой Официально. утвердившегося государства, скажем так, да, Волжской Булгарии. Логично было начать как бы, да, с истории уже просто тюрков, потому что научные знания появляются как бы уже в древности, и как раз-таки тут как бы вписывается тема астрономии, потому что древний человек воспринимает мир в первую очередь, опять-таки, через свои нужды, да, и нужно как бы исчислять календарь там и тому подобное, то есть можно как раз-таки, да, то есть я сказал про такие интересные вещи, как там, да, календарь древних тюрков, да, про там, да, животный календарь так называемый, и еще про такие интересные астрономические штуки, как, например, название планет, потому что через эти штуки, термины понимается вообще мировоззрение тюрков, да, то есть тюрки были тенгрианцами, это понятно, это отдельная тема. Как называют, например, звезды, да, то есть есть такая пословица, да, «Жиддеген йолдоз жиде урар, жиде илянер, темир казак урында турар». Да, «Жиддеген» — это большая медведица, да, большая медведица там 7 раз прокрутится, а темир казак, полярная звезда, будет стоять на месте. С одной стороны просто, да, то есть констатация факта, с другой стороны есть какой-то все-таки разумный смысл в этом. Например, там название планеты Венера, да, то есть называют Зухра Йылдыз, да, и есть еще название Шулпан Йылдыз. А Шулпан Йылдыз уже связано с словом Шабан. Шабан, получается, пастух, да, то есть и тоже вот звезда пастуха, потому что Венера, получается, особенно ярко видна в утреннее время, например, да, и так далее. Мифы татар тоже, да, связаны с астрономией. То есть тут это отдельный пласт, как бы на уровне мифологии, фольклора, да, и таких вот примитивных научных знаний, наблюдений, скажем так, древних тюрков. Поэтому можно было с этого начать, как бы можно Да, очень давайте, лекцию. очень. Это же этимология как раз. Этимология, Да, какая да. красота. Ну вот, видите, мы с вами уже сделали небольшой такой преамбул к будущему. Да. Да. Ну что ж, Эдер Эфенди, мы очень рады, что вы сегодня с нами и поделились научный экскурс нам провели, путешествие. И
в заключение, что бы вы хотели пожелать нашим зрителям, которые сейчас смотрят прямой эфир, которые потом посмотрят? Вот, ну, не то, что напутствие, но ваши вот мысли, вот, пожелания. Желаю всем успехов. Но на самом деле, я всегда говорю, да, то есть читайте книги на татарском, на русском, да, потому что татары всегда были книжными людьми, да. Наш дом как бы доказывает этот факт, да, мы как раз сейчас я нахожусь в библиотеке нашего дома татарской книги, и это как бы библиотеки разных татарских ученых и писателей, то есть книги из их библиотек. То есть поэтому, когда призываю читать книги и глубже погружаться в нашу историю, историю нашего языка, найдете очень много интересных, удивительных вещей. Вот. Вперед к знаниям. Да, переузнаем. Ну что ж, Айдар Эфенди, Бикзурахмат, благодарим вас бесконечно за сегодняшний вклад, за то, что нам рассказали много очень познавательного, интересного. И со своей стороны ждем вас в гости, что-то, может быть, как раз и сможем союзное придумать. Ваши спикеры здесь, вот, в общем, Да, обсудим. Да. Угу. Ну что ж, дорогие наши зрители и подписчики портала Питер Татар, мы сегодня пообщались с Айдаром Шайхиным, директором Дома татарской книги и руководителем научно-просветительского проекта ГЛМ. Мы поговорили в общем таком ракурсе о науке в татарском мире, сделали экскурс. Будем рады вашим вопросам, пожеланиям, мы всегда открыты, пишите. И надеюсь, наша сегодняшняя встреча станет началом дружбы, и будет еще лекция от уважаемого Айдара Эфенди. И, соответственно, мы до следующей недели с вами прощаемся. Бикзурахмат, Саупулыбис, вам тоже хорошего дня, баракятного дня и легкого Рамадана, последние финальные дни у нас, собственно, начались. Да. Я, Катифана Кифмагандинова, с вами тоже прощаюсь. До новых встреч.